Проделанный анализ по регионам СКФО показывает, что в Республике Ингушетия самый низкий показатель заболеваемости и болезненности наркологическими расстройствами. Данные использованы из статистического сборника Минздрава России за 2017 год. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Республики Джамбулат Ваделов. По его словам, в Республике заболеваемость на 2017 год составляет 29 человек на 100 тысяч населения, а в среднем по регионам СКФО заболеваемость составляет 105. У нас самый низкий показатель заболеваемости и болезненности. Заболеваемость – это сколько заболело за 2018 год, скажем так, за определенный год. А болезненность – это сколько всего, и взять 15, 16 и другие года, и 18, на конец года, сколько у нас состоит на учете. Вот ближе к нам Чечня, 60 человек было на 100 тысяч населения. Следующий слайд. Вот 29,6 было у нас. Это взятых за 2017 год. А вот всего сколько было в конце 2017 года, у нас было 1436 человек. Приходилось 298 человек на 100 тысяч населения. Опять же, мы видим, что вот ближе к нам только Чеченская республика по заболеваемости. Вот иногда вот на такие совещания задают вопрос такой с недоверием: а вы всех ли берете на учет тех, которые освидетельствовали? Я хочу вас заверить, абсолютно 100% всех, кого мы освидетельствовали у нас в республике, и был установлен факт употребления наркотических веществ, и все, кто нам поступили акты, которые освидетельствуют в других регионах, на всех мы заводим карты амбулаторные, всех мы вносим в списки наркопотребителей. Поэтому абсолютно такие объективные цифры. На самом деле у нас тенденция, роста идет, но все равно общее количество заболевших меньше, чем в других регионах. Ваделов также отметил, что по состоянию на 1 декабря 2018 года всего по республике на наркологическом учете состоит 1528 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество состоящих на учете наркопотребителей увеличилось на 32 человека. Средний возраст наркопотребителей составляет 31 год. Вот 3 года назад средний возраст составлял 33 года. Опять же, прослеживается то, что у нас молодеет наркомания, омолаживается. Основные употребляемые наркотические и психотропные вещества в 2018 году – это на первом месте марихуана у нас, потом идет амфетамины, так называемые соли. Еще наркоман называет наркотик скоростью за счет того, что прилив сил у них бывает очень сильный. Аптечные препараты на третьем месте – это лирика, тропикамид, цикламет, катадолон, баклосан, баклофен. И героин и дезоморфин замыкают этот порочный круг. Аналогичная ситуация складывалась и в 2017 году по видам употребляемых веществ. Больше всего наркопотребителей в этом году зарегистрировано в Назаранском районе – это 134 человека. Малгобецкий 22, Сунжинский 23 человека. В Джайрасском районе зарегистрированных нету в этом году. Заслушав информацию, глава субъекта отметил, что в республике необходимо усилить меры по противодействию наркотической угрозе. Особое внимание необходимо уделять рейдовым мероприятиям. Глава Ингушетии также отметил, что со стороны муниципальных властей должен быть системный подход для своевременного выявления наркотических средств на подконтрольных территориях. Очень мало передач по телевизору. Есть 5-6 видов таких зависимостей людей, которые не излечиваются. Одно дело, когда родителям это говорят: берегите детей, тоже важно, но другое дело, когда детям это в голову вкладывают. И выступающие должны быть, постараться вытащить тех, кто уже вышел из этого состояния. И когда вы показываете, что есть такие вещи молодым ребятам в школах, показывают, что вот есть такие вещи, куда лучше не лезть. Узбек Евкуров дал поручение изучить положительный опыт работы реабилитационных центров для лечения наркозависимости в Дагестане и также дал поручение подобрать место для строительства такого же центра в нашей республике. Совету безопасности совместно с главным муниципальных образований соберите благотворительные фонды и посмотрите, что можно сделать. Съездите в Дагестан, изучите этот опыт, что они там делают. Изучите, какие помещения, какие емкости, что для этого нужно. Параллельно сразу поставьте задачу Министерству имущества подыскать место, желательно, чтобы это место было удаленное от населенного пункта, место с территории, где можно заняться подсобным хозяйством, чтобы мы под этот революционный центр отвели. Здесь бы мы реально, во-первых, помогли бы людям,
Во-вторых, это хорошая бизнесовая вещь. Почему? Потому что там, ну, насколько я понял, как минимум 50 тысяч рублей в месяц на содержание вот этого, на реабилитационный центр туда. Вот представьте, там, какие деньги там аккумулируются. А в-третьих, мы бы могли бы занять их каким-то трудом, малым средним предприятием, потому что и столярный цех там, или там землепользование, или еще что-то. А дальше уже помогать им реализовывать эту там продукцию, и чтобы это все, опять же, аккумулировалось в этом реабилитационном центре. Посмотрите со всех сторон эти направления и просил бы там в ближайшее время, там, ну, буквально там до 25 до 29 числа этого месяца мне доложить конкретное предложение. По мнению ингушского лидера, отдельное внимание антинаркотической комиссии должно быть оказано зависимым и расследованию по каждому случаю. Необходимо четко знать, где, как, под чьим влиянием пала зависимость. А самое главное, кто незаконно поставлял в регион наркотические средства. Индира Манкиева, Новости 24.